В Набережных Челнах сегодня проводили в Казань 300 бойцов. Среди них работники КАМАЗа. Их напутствовали родные, близкие коллеги. К своим мобилизованным сотрудникам приехал генеральный директор автогиганта Сергей Когогин. По его словам, КАМАЗ выполнит все обязательства перед их семьями. Все мобилизованные челнинцы получили вещмешки со средствами личной гигиены, сухпайком, теплой одеждой и сапогами. Наши инженеры и сотрудники сделали огромную работу для того, чтобы обеспечить ускоренный выпуск защищенных автомобилей, чтобы сохранять жизни наших солдат. Под патриотическую музыку нижнекамцы сегодня проводили 140 земляков. Это 4-я группа резервистов с начала мобилизации. За это время из Химграда на сборный пункт отправились около 450 человек. Настроение у меня боевое. Всем желаю удачи в бою. Будьте людьми, солдатами. Поедем, победим, приедем. Ждите дома. На площади у военкомата собрались сотни елабужан. Здесь проводили на сборные пункты 11 мобилизованных. Среди них Алексей Симонов. Он проходил срочную службу в 2008 году. Говорит, полученные тогда навыки не забыл. Понимаю, что нужно. Раз родине нужно, значит мы идем. Все нормально будет, я думаю. Ранним утром у Буинского военкомата тоже было оживленно. Проводить очередную группу мобилизованных пришли семьи, друзья, духовенство и руководство района. Здесь же резервистам вручили тактические рюкзаки с предметами первой необходимости. Отслужил свое время по контракту, сейчас мобилизировался. Считаю нужным, что надо свой долг отдать. В Муслюмово отправка мобилизованных проходила в центральном сквере с символическим названием «Сердце Муслюмова». Отсюда на сборные пункты отправились 15 человек. В дорогу напутственные слова и пожелания скорейшего возвращения. Мы вами гордимся, мы вас верим. Во-вторых, туда и обратно. Самое главное, берегите друг друга, берегите себя. Мы вас ждем здесь живыми и здоровыми. Руководство районов пообещало семьям всяческую поддержку. Светлана Звонарева, Светлана Шумкова, Карина Петрова, ТНВ, Татарстан.